Глава Якутии в рамках рабочего визита посетил в Нерюнгринском районе социальные и промышленные объекты, провел ряд совещаний. АСН Николаев посетил горно-обогатительный комплекс Инаглинский, приоритетный проект развития Дальнего Востока России. Были оценены строительные работы фабрики Инаглинская-2, проектная мощность которой 12 миллионов тонн угля в год. На сегодняшний день у нас из общего объема металлоконструкции 3000 тонн смонтировано 1700. Фабрику монтируем совместно с китайскими коллегами. Запуск шахты, а также сдача объектов первой очереди фабрики запланированы на 9 мая 2020 года. АСН Николаев ознакомился с итогами финансово-хозяйственной деятельности и планами на ближайшую перспективу не только компании «Колмар», но и других угледобывающих компаний «Якутуголь», «Эльга-Уголь». Сказать, что хотя по всем компаниям плановые показатели по добыче угля прошлого года не выполнены. Каждая из компаний где-то вот примерно 1 миллион тонн каждая не добрала. Вместе с тем результаты неплохие, удовлетворительные, я бы сказал. Это падение связано с серьезнейшим ценовым кризисом на мировом рынке, когда цены упали не на десятки, а в разы по некоторым сортам угля. И, конечно, это не могло привести к падению производства. Оно в целом сегодня у нас по стране есть. Но вместе с тем у нас нет падения вот именно производства фактического. У нас есть рост, но он не такой значительный, как мы предполагали. Если в 2018 году у нас по республике было добыто 17,4 миллиона тонн угля, то в 2019 году 18,4 миллиона тонн угля. То есть мы на 1 миллион тонн все равно прибавили. И радует то, что на 2020 год компании заявляют уже очень большие объемы по увеличению добычи угля. Их общий объем превышает 25 миллионов тонн. То есть у нас будет очень серьезное увеличение, практически на 40% по следующему году в случае исполнения планов наших компаний. Помимо этого, состоялись несколько совещаний по актуальным вопросам социально-экономического развития Нерюнгринского района. В частности, были рассмотрены вопросы реконструкции местного аэропорта и исполнения программы по расселению из аварийного жилья. Сегодня недобросовестные застройщики первого этапа программы должны вернуть в бюджет денежные средства. И району предстоит второй значительный этап программы переселения, где необходимо будет расселить 83,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В столице Южной Якутии глава республики с рабочей группой посетили детскую поликлинику, где осмотрели ремонт внутреннего помещения и облицовки фасада здания. По плану мероприятий социального развития центров экономического роста на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 182 миллиона рублей. Ремонт здания идет поэтапно. Сегодня подрядчиком компании «Альянс-2005» ремонтируется блок «Б». Произведена внутренняя отделка, сделан монтаж фасада, обновлены инженерные сети отопления, водоснабжения и электроснабжения, индивидуальный тепловой пункт, установлены пандусы, заменены окна, двери. К ремонту блока А приступят во втором квартале года. К сожалению, в ходе подготовки и принятия республиканского бюджета некоторая часть средств на окончание работ по второму этапу не была предусмотрена. Я дал поручение в адрес правительства, чтобы все средства, это порядка 70 миллионов рублей, были выделены, и конкурс проведен, и работы по реконструкции детской поликлиники здесь в Нерюнгри должны быть завершены именно до конца 2020 года. Глава с рабочей группой посетили объекты Амулинского водозабора, где был рассмотрен план хода реконструкции системы водоснабжения и водоотведения на 2020 год. Водоснабжение города Нерюнгри и поселка Серебряный Бор осуществляется от подземных источников 3 водозаборами – Амулинским, Верхненерюнгринским и Нерюнгринским. Сооружения построены еще в 1970-х годах, когда город только возводился. Износ водопроводных сетей общей протяженностью 159 километров составляет 98%. Реконструкция водоканала проводится в 2 этапа по плану социального развития центров экономического роста республики. На эти цели предусмотрено 400 миллионов рублей, в том числе 396 миллионов рублей из федерального бюджета, 4 миллиона рублей из республиканского. Руководителю республики сообщили, что сегодня определена подрядная организация «Общество с ограниченной ответственностью. Инженерные сети проект». В 2019 году компанией закуплено оборудование на общую сумму 211 миллионов рублей. Его установка будет осуществлена в текущем году. Глава отметил необходимость начала разработки проектно-сметной документации объектов, реконструкция которых начнется во втором этапе. Соответствующее поручение он дал Кабмину республики. В дальнейшем власти республики планируют также приступить к реконструкции системы водоотведения в Нерюнгри.
Айсен Николаев встретился с представителями бизнес-сообщества Южной Якутии, ответил на вопросы предпринимателей, выслушал их предложения, а также выразил свою точку зрения по актуальным темам. Встречи главы республики с предпринимателями стали уже регулярными и дают возможность его участникам озвучить волнующие их вопросы, получить совет и заручиться поддержкой. Так, швейное предприятие на базе бизнес-инкубатора, имея большой объем работы, имеет и большие сложности с кадрами. Это настолько серьезная проблема, что имея сегодня объем работы, имея, значит, возможность выполнять эту работу, а неким, допустим, у нас СПТУ, как раньше выпускали там швеи металлистские, портные, закройщики, но придет время, когда некому, наверное, будет и брюки подшить. Вопрос, будет ли организовано в Нерюнгри обучение по таким рабочим специальностям. Узнав об этой проблеме, глава Якутии отметил, что непременно необходимо усилить среднее профессиональное образование и переориентировать учебные заведения на потребности района. Не остался без внимания и острый наболевший вопрос о высоких тарифах авиакомпании «Якутия». У нас немножко тоже, опять же, неравные условия по доставке наших работников со стороны полосу России как отпуск. То есть мы, получается, несем как предприниматели, то есть дополнительное бремя, то есть мы обязаны оплачивать отпуск нашим работникам. То есть это действительно большая нагрузка для нас, опять же, в связи с этими тарифами. Как отметил глава республики, сегодня для того, чтобы появилась хоть какая-то конкуренция и цены стали приемлемыми, должен быть обеспечен доступ к аэропортовой системе. Здесь по Нерюнгри ситуация усугубляется тем, что у вас аэропорт не соответствует никаким условиям для приема воздушных судов высокого класса, и, соответственно, ни одна авиакомпания практически не хочет сюда летать. Сейчас вот реконструкция аэропорта началась, у нас подрядчик определен, мы надеемся, что в течение ближайших 3 лет, к концу 2022 года, здесь у нас в 2023 году уже работы будут окончены, и у нас аэропортовый комплекс в Чульмане станет абсолютно соответствующим всем международным стандартам. В этом случае мы при наличии здесь достаточно серьезного пассажиропотока сможем уже рассчитывать на то, что другие авиакомпании, в том числе крупные авиакомпании российские, начнут сюда делать рейсы. Соответственно, это приведет к тому, что стоимость авиаперевозок будет сокращаться. Другого, на самом деле, рыночного механизма нет. Также участники встречи подняли вопрос о возможности лечения аутизма в районе, поинтересовались, ведутся ли работы по поддержке семейного бизнеса, поговорили о солидарной ответственности большого бизнеса перед малым, попросили содействия в решении некоторых вопросов для ведения своего бизнеса. Подводя итоги встречи, Айсен Николаев поблагодарил представителей бизнес-сообщества за конструктивный диалог и отметил, что все предложения будут рассмотрены. В рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район Айсен Николаев посетил поселок Беркакит. Глава Якутии принял участие в молебне в храме святителя Иоанна Кронштадтского. Николаев поздравил служителей храма и православных христиан Нерюнгринского района с крещением Господня. В прошлом году свыше 30 тысяч якутян приняли участие в крещенских купаниях и посетили православные храмы. Это говорит о том, что православная вера в Якутии крепнет. Так и должно быть, ведь вся история республики неразрывно связана с православием, отметил Айсен Николаев. Еще раз вас всех с великим праздником Крещения Господня, мира и добра, счастья вам, дорогие друзья. Спасибо. Следующим пунктом работы главы республики в Нерюнгринский район стал визит в село Йенгра. Здесь состоялся осмотр звероводческой фермы МУП «Золотинка». В 2018 году предприятие получило новый этап развития – второе дыхание. Было проделано много работы, результатом чего стало строительство шед деревянных конструкций с навесом, под которыми установлены металлические клетки с породистыми лисами, и открыта новая кормовая кухня, которая позволит получать высококлассную продукцию, отвечающую международным стандартам. Здесь состоялось подписание 4-стороннего соглашения Минсельхоза Республики, Нерюнгринского района, муниципального унитарного предприятия «Золотинка» и звероплемзавода «Саватьево» об устойчивом развитии отечественной отрасли соболеводства и увеличении объемов производства шкурок соболей клеточного разведения на территории Нерюнгринского района. В этнокультурном центре Эян села Йенгра прошло чествование 80-летней коренной жительницы, старожилы Ольги Семеновой. Женщину поблагодарили за добросовестный труд. Ольга Гавриловна – это один из тех людей, которые на самом деле являются гордостью республики, которые всю свою жизнь посвятили работе в традиционных отраслях.
нашего сельского хозяйства в оленеводстве. Самое главное, что большинство ее детей, родных продолжает традиции оленеводства. Это очень важно, это вселяет в нас уверенность, что это отрасль оленеводства, оно здесь, в Нюрнбергском районе, в Венгрии, всегда будет и будет развиваться. В селе Йенгра Айсен Николаев осмотрел ветхий расселяемый дом и пообщался с его жителями, которые озвучили свои наболевшие просьбы. Я не хочу покидать это село. Мы с мамой здесь живем, я воспитываю в детском саду детей. И я хочу вас от всех жителей села Йенгра попросить взять под свой жесткий контроль эту проблему, программу строительства жилья села Йенгра. Помимо этого, глава республики побывал в гостях у Юдинцевых. В мае 2018 года семья была награждена орденом «Родительская слава». Татьяна и Павел Юдинцевы поблагодарили Айсена Николаева за поддержку многодетных семей и рассказали о жизни в Йенгре, работе, быте, показали семейный очаг. Двухэтажный дом они построили на грант, выделенный республикой на улучшение жилищных условий. Глава Якутии пожелал семье благополучия, детям дальнейших успехов в учебе, выразил надежду на скорую встречу и вручил сертификат на приобретение новой стиральной машины. Как отметил Айсен Николаев по итогу поездки, сегодня промышленное развитие Южной Якутии идет полным ходом. Создаются новые рабочие места. Важно, чтобы такими же темпами шло развитие социальных объектов и инфраструктуры. И выразил уверенность в том, что в перспективе Нерюнгринский район станет одним из центров экономической активности всего Дальнего Востока.